Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня эта запись производится 4 февраля 2018 года. Я, наверное, назову эту запись видео, когда буду выкладывать на канал, я, наверное, назову «Секреты канала Даймок Онлайн», чтобы было какое-то интересное название, интригующее. Хотя, конечно, никаких таких секретов здесь не будет. Я расскажу просто, с чего все началось, когда началось. Расскажу, на что и как я записываю видео и каким образом проводится работа. Сам проект Даймок Онлайн, тогда он еще вначале назывался там Чечня 911, я его так называл, по-разному называл, разные названия давал. Сам этот проект, по большому счету, начался 13 июля 2014 года. Именно в этот день я сделал первое такое, я бы сказал, направленное аудиосообщение. Это был не канал на YouTube, это была просто рассылка в WhatsApp. Я сделал первое такое направленное аудиосообщение о том, что буду проводить эту работу, в том числе в качестве горячей линии. У нас с друзьями на работе был старый такой номер 8 928 002 56 56. Я взял этот номер, озвучил этот номер телефона в своем аудио и распространил свое аудио именно впервые 13 июля 2014 года. Почему именно тогда и к чему это было приурочено? Дело в том, что тогда как раз было в преддверии праздника Урза-Байрам, наши соотечественники, которые проживают в европейских странах, они в массовом порядке ехали домой, и по дороге у них случались разные ситуации, на постах очень долго задерживали, и появились слухи, что где-то какие-то там структуры задерживают людей, что они там пропадают без вести, что там что-то такое страшное по дороге проходит. И эти слухи росли, можно сказать, в геометрической прогрессии. Мои друзья, знакомые, которые также живут в Европе, они мне раз за разом звонили, присылали сообщения, били тревогу по этому поводу. Ввиду того, что я работаю директором департамента внешних связей, я, конечно, об этом беспокоился, пытался узнать, но никаких таких возможностей это проверить не было. Рассылки шли одна хуже другой, и очень страшные истории рассказывались. Тогда, уже не зная, как на это среагировать, не зная, что делать, я взял то, что пришло в голову, и взял и распространил свое аудиосообщение. Я, честно говоря, рассчитывал, что вот этот проект у меня продлится буквально неделю, пока люди приедут на Урза-Байрам и пока уедут, что дальше уже это дело не продлится и что не будет необходимости даже в этом. В аудиосообщении, которое я распространил, я сказал свой номер телефона, тот самый 8 928 002 56 56, сказал, что телефон будет включен круглые сутки, и если в дороге что-то случилось, кого-то где-то задержали, действительно, и есть какая-то реальная ситуация, нарушение прав, нарушение своих полномочий со стороны, каких-то там служб по дороге, на границе Российской Федерации и дальше в различных регионах России, то никто никак не пропадет. Мы будем отслеживать местонахождение этого человека, мы будем выяснять ситуацию, и если есть реальные случаи, что где-то кого-то задержали и кого-то куда увезли, я попросил мне звонить на этот номер и сообщать информацию. Также, конечно, сообщил, что в этот номер будет работать и на WhatsApp. Сразу же в тот же день я именно по WhatsApp начал получать в день где-то в районе 100-120 сообщений ежедневно. Большей частью, честно говоря, это были благодарности.
были какие-то там проблемы, которые люди объясняли, говорили, что да, действительно, на постах долго держат, там даже где-то по 8, по 10 часов бывали случаи, люди говорили, разные ситуации бывали на дорогах. Но, слава Аллаху, не было ситуации, которые мне сказали бы, что действительно кого-то задержали и увезли в неизвестном направлении. Такого мне ни одного случая тогда не представилось. После того, как люди приехали на праздник Ураза-Байрам, праздник прошел после того, как люди уехали, я думал, что все, уже это дело можно закрывать, но тут начали присылать снова сообщения, количество сообщений каждый день только росло, и просили проверить ту или иную информацию, что вот правда ли, что это там что-то случилось, там где-то, по-моему, какой-то там черный плащ тогда появился, кто-то еще какие-то там ситуации, какие-то страшилки по WhatsApp распространялись. И люди начали просить проверить ту или иную информацию и сказать, пошел по возможности, узнал, что мог, озвучил, распространил информацию там по одному вопросу, потом другой вопрос, третий, четвертый, пятый. Вот так вот поехало, что после праздника Ураза-Байрам закрыть этот проект я уже в принципе никак не мог, не получалось у меня. Тем более, что увидел, что людям это интересно, что это приносит пользу, что люди задают вопросы, просят консультацию по ходу, и с документами там вопросы, и куда обращаться по тем или иным вопросам. В общем, и звонят. И получилось так, что ежедневно поступали более 100 сообщений ежедневно. Разные периоды, когда какая-то острая тема бывало, что в сутки поступало от 100 до 300, до 400 даже сообщений. И я старался каждому отвечать. Поначалу получалось. Звонили, в силу того, что номер был включен круглые сутки, звонили днем, ночью. Бывало в одну ночь позвонят по 5, по 6, 7 раз даже. И такое понятие, как покой, сон, вот это все у меня полностью ушло. Пытался как-то с этим справляться, в общем, получалось с очень большим трудом. Когда потом я увидел, что в телефоне можно посмотреть статистику, количество входящих и исходящих сообщений. Я не помню, сколько было исходящих, но помню примерное количество входящих сообщений где-то в период до 1,5 лет. Было около 156 тысяч входящих сообщений. Я раньше уже говорил об этом. Сколько было исходящих, я не помню, но тоже было очень большое количество, там многие десятки тысяч. И честно говоря, все эти сообщения были прочитаны, все эти сообщения были прослушаны, изучены, по возможности старался дать ответ. К счастью, многие сообщения повторялись, потому что одно и то же сообщение присылали разные люди, но каждый раз приходилось открывать, каждый раз, если это было аудио, то за первые 2 секунды я уже понимал, что это то самое аудио, которое я прослушал, отвечал ему то же самое. Вот как-то так вот эта работа шла. Потом были разные ситуации, когда просто невероятно сильно уставал от этого. Уже это сказывалось на психике, это сказывалось на здоровье, это сказывалось на взаимоотношениях с людьми. Прям засыпал, когда ехал за рулем, было очень трудно. И получилось так, что по разным причинам несколько раз, даже вот за эти, получается, 3,5 года, где-то уже раз 5 мне приходилось этот проект останавливать. Останавливать приходилось по разным причинам. Усталость в эти причины, честно говоря, и не входила ни разу. Были разные причины, по которым я просто-напросто не мог дальше продолжать эту работу.
И, ну, скажем так, усталость и нежелание эту работу продолжать не были одними из этих причин, скажем так. Потом некоторые мои люди, которые мне писали, знакомые и незнакомые люди, они раз за разом предлагали мне: открой свой YouTube-канал. Я понятия не имел, что это такое. Конечно, я знал, что такое YouTube, но что значит канал, и как его открыть, и как его вести, и зачем это, я не понимал. Мне было удобно работать, рассылать через WhatsApp сообщения. Вот таким образом я работал. Потом получилось так, что все-таки мои знакомые, друзья, ребята мне объяснили, что у YouTube канала есть свои довольно-таки хорошие преимущества. И одно из главных преимуществ, которое я увидел, заключалось вот в чем. Допустим, что-то случилось. Мне надо было найти какую-то информацию, найти какого-то человека или найти человека, который знал бы информацию о том или другом случае. Где-то случилась авария, и срочно нужно было, чтобы люди поехали, помогли этим людям. Я давал в каждом сообщении свой номер, когда работал чисто по WhatsApp, рассылал эту информацию. Получалось так, что буквально в течение нескольких часов люди мне звонили, писали, давали эту информацию или ехали, помогали людям, которые попали в аварию, попали в беду. И процесс этот завершался, но сообщение, которое разослал, оно ходило неделями, оно ходило месяцами. Люди раз за разом слушали это сообщение, снова звонили, спрашивали, как случилось, что нужно делать. Я каждый раз объяснял, что это уже давний вопрос, что все уже решено, что все нормально. И вот именно в этом вопросе, как оказалось, канал YouTube оказался очень полезен. То есть, как, допустим, произошла авария. Они, к сожалению, происходили периодически. Я, допустим, на канале YouTube выкладывал, что там-то произошла авария, вот в таком-то месте, и очень нужна помощь. Кто может, пожалуйста, помогите. И рассылал. Уже рассылал не сам ролик, а ссылку на ролик на своем канале в YouTube. И когда рассылал ссылку, люди заходили, смотрели. Я мог в том числе увидеть, сколько людей увидело эту информацию, увидели этот ролик. И люди, получается, ехали в это место, помогали этим людям, образно говоря, закрывали вопрос. После того, как они закрывали вопрос, они мне звонили, сообщали, что все, вопрос решен, там людей забрали в больницу, кого надо в больницу, там машину в ремонт, что кого надо привезли, увезли, и все, вопрос закрыт. После того, как вопрос уже закрывался, я элементарно брал и изменял название на самом этом видео, которое выложил уже. Допустим, если раньше была информация, называлась «Срочно нужна помощь чеченцам в Ставрополе, попали в аварию», и люди это рассылали, то в очередной раз люди-то рассылают ссылки. В очередной раз, когда кому-то отсылали ссылку, человек, когда открывал эту ссылку, вместо надписи «Срочно нужна помощь в аварии», они видели надпись «Всем спасибо, вопрос решен». И таким образом удавалось вовремя гасить вот эти вот ситуации. Это была первая такая реально самая полезная функция YouTube, с чего я начал работать. По большому счету, именно канал YouTube у меня был открыт еще с 2014 года. Там было где-то 5-6 видео, которые мало кто посмотрел. Там буквально по 10-15 просмотров было. Никому они не были интересны. Но просто YouTube канал был. Я вспомнил про этот YouTube канал, где-то нашел пароль, снова его открыл. Долго думал над названием, разные варианты придумал, там Чечня 911, там другое, третье. В конце концов, мне очень сильно понравилось название Даймок Онлайн. И я назвал канал на YouTube именно таким образом. Получилось так, что таким образом буквально за пару месяцев
работу над каналом YouTube я фактически уже начал в октябре 2016 года. И потом, по одной из своих причин, с 1 января 2017 по 25 мая 2017 года, то есть 5 месяцев, я вообще не работал, я не открывал телефон, я не открывал сообщения, я не читал, не открывал, у меня не было никаких возможностей это делать. И, честно говоря, моральных сил это делать тоже вообще никаких не было. На 5 месяцев я полностью ушел из этой работы. Люди звонили, писали, ко мне подходили знакомые, спрашивали, что случилось. И получилось так, что было очень много таких слов, просьб продолжить этот проект, если есть для этого какая-то возможность. И получилось так, что собрался силами, решил какие-то свои вопросы и продолжил уже проект этот 25 мая 2017 года. 25 мая 2017 года я снова этот проект продолжил. И если я не ошибаюсь, то к маю 2017 года у меня было где-то, наверное, 600-700 подписчиков, примерно так. И получилось так, что уже 25 мая я начал более-менее активно работать на канале, выкладывать, и дальше делать ту работу, которую вы, в принципе, видите.